эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. 52 человека заболели и почти столько же выздоровели. Расскажем последние данные по коронавирусу в Якутии. Медики СВФУ начали изучать экологическое состояние Вилюйской группы районов и здоровье населения на этих территориях. Мужская сборная России по биатлону приедет на сборы в Алдан. «52 случая COVID-19 выявили за сутки в Якутии. Об этом сообщили в региональном оперштабе. 25 заболевших в Якутске, 9 в Мирнинском районе, по 3 в Нерюнгринском и Хангаласском, по 2 случая в Верхневилюйском, Намском, Среднеколымском, Татинском районах. Также по одному заболевшему выявили в Алданском, Амгинском, Нюрбинском, Амикунском районах. 51 человек в республике выписан после полного выздоровления от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии побороть COVID-19 смогли более 5800 пациентов. «Газпром» планирует подать газ в 30 населенных пунктов Якутии. Власти республики рассматривают программу газификации Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов до 2025 года. В частности, речь идет о населенных пунктах, которые расположены вдоль магистрального газопровода «Сила Сибири». Это позволит значительно снизить затраты на проведение необходимых работ. Напомним, в общей сложности «Газпром» планирует направить на газификацию регионов России 526 миллиардов рублей. До конца этой недели в районах Якутии должны запустить отопление во всех социальных, образовательных и медицинских учреждениях. Такое поручение дал министр ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Садовников. В школах, где пока нет отопления, образовательный процесс проходит в дистанционном режиме. 7 сентября отопительный сезон начнется в Амгинском, Вилюйском и Ленском районах. В Нерюнгринском районе часть домов пока без тепла. Его планируют подать 10-11 сентября. Отопительный сезон в Кобяйском районе начнется 8 сентября. Запуск тепла в дома Мирного пройдет с 7 по 8 сентября. В Якутске завершена промывка систем отопления и узлов ввода почти во всех жилых домах. Мусороперегрузочную станцию и полигон в Якутске планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Объект позволит обрабатывать на 100% твердые коммунальные отходы. Также на станции предполагается переработка отходов. Отмечается, что станцию планируют построить в рамках концессионного соглашения. Предварительная стоимость более 1 миллиарда рублей. Первый этап проекта обойдется в 960 миллионов. Мединститут СВФУ приступил к научно-исследовательским работам в рамках реализации программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы районов и здоровья населения на этих территориях на период до 2023 года. Подробнее о предстоящих планах в материале Агафьи Гоголевой. Общая стоимость реализации программы составляет 138 миллионов рублей. Масштабная программа является совместным научно-исследовательским проектом «Алроса», Фонда будущих поколений и ведущих научных учреждений республики. Исполнителями этих проектов являются Институт прикладной экологии Севера, Северо-Восточного федерального университета, Медицинский институт, также Северо-Восточного федерального университета, и Институт миротворцоведения имени Мельникова, Сибирского отделения РАН. Работы уже начались, и, соответственно, к концу этого года мы получим первые результаты. Мы уверены, что работы будут выполнены качественно, в срок, и мы получим необходимые рекомендации по всем необходимым направлениям деятельности. Эти организации обладают всем кадровым, научным потенциалом, интеллектуальным потенциалом для выполнения этих работ. Из-за пандемии сроки экспедиции были сдвинуты. Ранее они были намечены на август-сентябрь текущего года. Теперь в ближайшие месяцы, в сентябре-октябре, планируется анкетирование населения и сбор крови. Ранее мединститутом была проведена научно-исследовательская работа по оценке состояния здоровья населения Нюрбинского района за период с конца 90-х, начала 2000-х годов, по итогам которой в 2005 году вышла монография «Среда обитания и здоровье человека на севере». Используя эти данные, будет проведен сравнительный анализ показателей состояния здоровья жителей.
Мы поедем, сперва анкетирование проведем и анализы крови и волос. Будем исследовать на микроэлементы волос и крови. И проводиться эти лабораторные исследования будут в Центре биотической медицины города Москва и также Хабаровска. Некоторые исследования будут проводиться. Также, конечно, в наших лабораториях города Якутска мы обследуем на липидный обмен, метаболизм посмотреть. И также генетические исследования будут проводиться. И если разрешат, откроют, как говорится, границы, то мы поедем с экспедицией врачей, с узкими специалистами, куда входят и такие узкие специалисты, как онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, да, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, это само собой, и терапевт, и педиатр. Предварительно с планами работы посредством видеоконференц-связи были ознакомлены главы муниципальных образований и главные врачи центральных районных больниц. Медицинские работники изучаемых территорий будут задействованы в сборе анализов и в анкетировании населения. Научно-исследовательские работы в Вилюйской группе улусов являются реализацией на практике стратегического указа главы Якутии Айсена Николаева об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, направленного на создание экологически безопасной и комфортной среды, улучшение экологической ситуации в республике. Алроса в конце прошлого года профинансировала первый этап исследований в объеме 40 миллионов рублей, а в нынешнем 2020 году направит на эти цели также более 40 миллионов рублей. Агафья Гоголева, Григорий Охлопков, Якутск. СВФУ впервые вошел в мировой рейтинг лучших университетов мира. Результаты опубликовало британское издание Times Higher Education. Рейтинг составлен на основе 13 показателей, которые измеряют эффективность образовательных организаций в области преподавания, исследований, передачи знаний и международной деятельности. В список лучших вузов мира вошли 48 российских университетов. Для нашего университета, для федерального университета, это значимое событие. Мы должны здесь не только почивать на лаврах, да, мы должны еще подтвердить данный рейтинг. В следующем году для этого нам предстоит еще больше работать, еще больше стараться. Да. И, конечно, то, что мы попали в этот рейтинг, показывает то, что мы находимся в правильном направлении, динамично развиваемся и надеемся, что успех не оставит нас ждать. Зерновые хозяйства Амгинского района начали уборочную кампанию. Под посевную площадь было отведено свыше 4700 гектаров. В этом году совхоза Амгинский были сложные времена, предприятие разорилось. Но благодаря своевременной поддержке республики сейчас предприятие выходит из состояния банкротства. В этом году совхоз посеял 700 гектаров овса, 300 гектаров пшеницы и 460 ячменя. В селе Покровка уже собрали 60% урожая. Сотрудники библиотеки «Смарт» присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». Сегодня, вооружившись лопатами и лейками, они высадили на территории рядом с библиотекой саженцы берез и сосен. Все проходило под наблюдением представителя лесничества. Так что вся технология правильной посадки была соблюдена. Библиотекари надеются, что деревья приживутся, и вскоре небольшой участок 203-го микрорайона покроется зеленью. Теперь сотрудники библиотеки «Смарт» планируют высаживать деревья в других частях города. Акция эта направлена на сохранение и распространение знаний среди населения о значении леса и также направлена на озеленение населенных пунктов. И мы очень рады, что библиотека присоединилась к данной акции, мы с ними давно уже сотрудничаем. И мы очень рады тому, что теперь у горожан появится еще одно место, надеемся, что березки приживутся, где они смогут проводить время и любоваться красивыми большими березами. Компания «Сахачай» начала производство самого северного меда в Хангаласском районе. Пасеки разместили в селах Качекацы и Булганихтах. Впервые улья установили на территории национального парка Ленские столбы в местности Усть-Ботума. Подробности у Виолетты Засимовой. С прошлого года компания «Сахачай» осваивает новое направление деятельности – пчеловодство. Начиналось все с покупки 5 пчелосемей. Нынче приобрели уже 40. Этим летом ульев с пчелосемьями решили разместить у сел Качекаца и Булгуняхтах.
В июле от директора парка «Ленские столбы» Аркадия Семенова поступило предложение в качестве эксперимента установить небольшое количество ульев на территории парка в местности Усть-Ботома, чтобы в будущем, если опыт окажется удачным, реализовывать самый северный мед туристам, посещающим национальный парк. В этом году мы работали с природным парком «Ленские столбы». Для начала проверяли. Выставили туда 4 улья, но в принципе потенциал есть, пчелы отработали хорошо, мед собран, и в следующем году планируем туда завести большее количество ульев. Создание пасеки на территории природного парка имеет свои благоприятные последствия. Пчелы, опыляя растения, способствуют росту, улучшению и развитию флоры и фауны в целом. В свою очередь, мед, добытый в экологически чистом месте, будет обладать насыщенным вкусом и уникальными свойствами. Усть-Ботом, оно обладает такой разнообразной флорой. Там много кипрея, много полевых, луговых цветов. И это все способствует развитию пчелосемей и сбору меда. Медовый сезон завершился. Сейчас работники компании откачивают мед. По предварительным подсчетам, объем урожая составит около 300 килограммов. На данный момент ульи мы перевезли в село Болгуньяхтах. Здесь пока мы проводим подготовку к зиме. Но зимовник у нас будет стоять в селе Актемцы. Будем строить зимовник для пчел. У компании «Сахачая» далеко идущие планы касаемо производства меда. В следующем году количество пчелосемей планируют увеличить до 100, а за 5 лет непрерывной работы выйти на урожайность до 20 тонн меда за сезон. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Мужская сборная России по биатлону приедет на сборы в Алдан. Об этом сообщил главный тренер Валерий Польховский. Тренировки начнутся с 12 октября. Главный тренер сборной России по биатлону отметил, что условия в Алдане отличные. Команда провела в Якутии много сборов. Валерий Польховский также добавил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев в Якутию не приедут, так как у них другая программа. Якутский боксер Василий Егоров одержал вторую победу в командном Кубке России, который проходит в Ижевске. Со счетом 5-0 Егоров победил Павла Гунченко из Сибирского федерального округа. Тренер якутского боксера Артур Пахомов рассказал, что бой был очень сложным, но Василий Егоров отыгрался и выступил хорошо. Напомню, якутский спортсмен выступает за Центральный округ. Завтра в финале Василий Егоров встретится с боксером из Приволжского округа. На этом все. Оставайтесь на нашем телеканале. Мы продолжаем следить за развитием событий.